1 мая не только первый весенний день, но и праздник всех трудящихся. В преддверии него во всей республике прошли торжественные мероприятия, где отмечали достижения людей, коллективов и династий, добившихся успехов на профессиональном поприще. Череда мероприятий началась с чествования трудовых династий. Ежегодно 10 семей удостаиваются права вписать свои имена в книгу почета трудовых династий. Традиция зародилась более 10 лет назад. С тех пор в книгу занесли имена представителей различных отраслей экономики, от промышленности до авиации, от образования до культуры. Из уст в уста представители семей передают секреты мастерства и свои традиции младшим представителям династий. Без авиации, я считаю, невозможно развитие нашей республики, поэтому мы всей семьей старались вносить свой посильный вклад в развитие этой отрасли и очень признательны, что оценили достойно наш труд. Ну и я думаю, что наши следующие поколения, внуки, правнуки, также внесут свой вклад в развитие не только авиационной отрасли, но и в целом всей республики. И очень благодарны правительству нашей республики за оценку нашего труда. Я думаю, что он был достаточно достойный и такой же будет оставаться на продолжении еще долгих лет. Трудовые династии на протяжении нескольких десятилетий, а порой и столетий отдают предпочтение одной сфере деятельности – тем самым сохраняя верность выбранной профессии. В книгу почета занесены имена трудовых династий, чей стаж составляет от 123 лет до 517 лет. Эта традиция ежегодно в преддверии 1 мая мы проводим большую правительственную республиканскую комиссию, где определяются лучшие 10 трудовых династий нашей республики. И, безусловно, для нас это очень важное событие, потому что эта традиция, она направлена на поддержку людей труда в первую очередь, да, когда целая семья, многие поколения, они привержены одной какой-то определенной профессии, они воспитывают своих детей в любви к этой профессии. В книгу почета также были занесены педагоги. В этом году 4 семьи из 10 связаны со сферой образования. Основателем является мой дед Абулахов Валерий Николаевич. Он родился в 1951 году в Верхневилюйском районе, в многодетной семье. Я сама работаю в школе, где мой дед начал свою трудовую деятельность, получается. Он приехал в наше село Баханай в 1977 году. Общий педагогический стаж у нас составляет 399 лет. Еще одна трудовая династия, чей общий рабочий стаж составляет 225 лет, семья Ушатовых. Их путь в метеорологии начался с отца Ивана Ушатова. Будучи выпускником Свердловской метеошколы, основатель династии был назначен руководителем метеостанции в Вилюйском районе. Продолжил свой профессиональный путь в Амгинском районе и уже после этого отправился в село Крестях Сунтарского улуса, где и работает трудовая династия по сей день. По стопам у него 7 детей, и по его стопам мы начали учиться на школу. Мой старший брат окончил гидрометшколу в Иркутске. Я сам учился в Ленинградском гидромединституте. Сестра училась на Свердловской школе. У нас там на коллектив 5 человек работает. Как семейный подряд. Там жена работает, сестра с мужем и сын работает. Я этим горжусь, я не жалею, что остался работать. Особенно горжусь, включили и начинаю продолжение династии Ушатовых отца. Праздник 1 мая – праздник не просто трудящихся, но и тех, кто защищает их права. Накануне Дня весны и труда наградили первичные профсоюзные организации. По итогам 2025 года были выбраны 6 учреждений, чьи трудовые коллективы были лучше всех. Пальмы первенства в этом году достались Республиканской больнице номер 3 и Нерюнгринской ГРЭС. Мы победили в республиканском профсоюзном конкурсе «Лучший социальный партнер», чем очень гордимся. Это, конечно же, стало итогом длительной, большой, кропотливой работы. В прошлом году у нас был объявлен в коллективе «Год корпоративной культуры». И совместно с профсоюзом мы проводили очень много мероприятий, касается и обучения нашего персонала, и укрепления здоровья,
конечно же, социальной защищенности и много-много других мероприятий. В Центре культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина наградили 50 человек, удостоенных премии главы Якутии «Человек труда». В этом году география лауреатов охватила 16 районов республики. К награде были представлены люди из различных профессий. Среди них пожарный педагог, режиссер и летчик, геолог и тренер. Я председатель Совета ветеранов войны, тыла и труда. Я занимаюсь со своими ветеранами, участниками войны, льготной категории, блокадниками, вдовами, занимаюсь детьми войны. Ну и, конечно же, ветеранами труда, так как мы являемся Советом еще и труда. Эту награду я получила впервые. И поэтому охватывают непонятные такие чувства. И хочется сказать, что труд всегда облагораживал человека. Труд делает человека упорным, настойчивым. И так же, как и все, я тружусь на благо нашей республики, города и Родины. Премия «Человек труда» – это признание родной компании. В этом году среди лучших работников Якутии представители топливно-энергетического комплекса. Общий стаж работы в этой компании у меня больше 37 лет. А работаю я сейчас оператором. Раньше я работала лаборантом. Мне просто очень нравится эта работа. Поэтому я работаю, организация мне тоже нравится. Как пришла? Работала. Как скажу, как пришла? Просто работа. Надо любить свою работу. Делать ее честно, прямо и упрямо. Труд красит человека, а за каждым из них стоит большой коллектив единомышленников, который готов прийти на помощь. Я представляю многотысячный коллектив. В нашей компании работает более 5000 человек. И хотел бы выразить огромную благодарность и Александру Сергеевичу, и Гаврилу Николаевичу Алексееву, это нашему генеральному директору, и всем людям, кто у нас работает, за высокую оценку моего скромного труда. Вы знаете, нас без труда каждого из нас не было бы и этой награды. На мой взгляд, мое кредо жизненное – это нужно ценить профессию в себе, а не себя в профессии. Нужно трудиться, так скажем, каждый день изо дня в день, и все придет. Человек труда должен соответствовать нескольким критериям. Внедрение современных технологий, высокие достижения в работе, преданность выбранной профессии и наставничество для молодых специалистов. Я закончила медико-лечебный факультет Якутского государственного университета. Затем после интернатуры поехала к себе на родину в Черептинский район и стала работать заведующей клинической лабораторией в 1982 году. И с тех пор работаю в моей лаборатории. Я встретила среди лауреатов людей, которые помогли получить мою премию. Это моя преподаватель Ханды Мария Васильевна, это Александр Александрович Калашников, с которым я выпустила книгу «Иван Николаевич Винокуров». Воспитатели, преподаватели и тренеры – все они учат подрастающее поколение любви к своей профессии и, конечно же, к труду. Я всю свою жизнь посвятила воспитанию детей. Направление моей работы – это методическая работа, воспитательно-образовательная деятельность. Развиваем детей как личность. Среди лауреатов, кто получил заслуженную награду за свой труд, Любовь Алексеева, отдавшая всю свою жизнь в сфере образования. Преподаватель уверена, что учеба – это такой же труд, как и работа. Я учитель. Учитель уже давно начала со школы. И сейчас работаю уже в сфере среднего профессионального образования. Я благодарю своих самых лучших учителей. В первую очередь своего первого учителя Варвару Петровну Аргунову и Ольгу Николаевну Габушеву, которые сейчас делят со мной одно время. И именно благодаря вот таким прекрасным учителям я выбрала эту профессию. Для большинства лауреатов новость о награждении стала полной неожиданностью, но у всех эмоции оказались схожими – растерянность с последующим ликованием. Я работаю тренером по борьбе Капсагай, и мне очень радостно, что оценили нашу работу и весь наш коллектив тренеров по национальным видам спорта. С нашего коллектива наградили, я третий человек,
Мне позвонили, сказали, что вы стали лауреатом «Человек года». Чествовали и тех, кто стоит на страже нашей безопасности. Это пожарный и летчик-наблюдатель авиалесоохраны. В лесоохране я работаю 28 лет. Начинал парашютистом пожарным, дошел до старшего летчика-наблюдателя. Старший летчик-наблюдатель начал работать с 2011 года по настоящее время. Много обязанностей, но основная обязанность – обнаружение лесных пожаров на малых площадях и высадка парашютиста пожарных. Все, в принципе, это основная обязанность. Чтобы было при соблюдении техники безопасности. Много достойных людей в Якутии. Кто лучше меня работает, кто больше знает. Но выбор, наконец, пал на меня среди достойных. Василий Беленков стал единственным представителем пожарной охраны в этом году. Его общий стаж – 30 лет. За это время он прошел путь от рядового сотрудника до начальника своей части. Наша работа, в основном мы тушим техногенные пожары. Это пожары, которые возникают у нас в поселке, жилые дома. И в основном горят жилые дома. В этом году у нас пожаров пока нету. В том году было 2, аналогичный период прошлого года. Скоро пожароопасный сезон начнется, и работа у нас прибавится. В этот день со сцены Центра культуры и современного искусства звучали слова благодарности своим коллективам. Большая оценка моего труда – это оценка всего коллектива, потому что наша работа коллективная. Позвольте мне выразить большую благодарность правительству, также руководителям национальной вещательной компании. Самое главное – пожелать счастья, здоровья, успехов в работе, в творчестве, жить и работать во имя процветания нашей республики Саха и многонационального государства. Хоть к премии и представлены 50 человек, но за каждым из них стоит родной коллектив. Лауреаты проделали большой профессиональный путь и смогли достичь карьерных высот. Мы всегда поддерживали людей труда. И, конечно, труд для нас, особенно для нашей республики, которая расположена в таком суровом климате, имеет огромное значение. И сегодня это прекрасный пример наших тружеников, это прекрасный пример для нашей молодежи, для тех, кто сегодня выбирает профессию. И как раз те люди, которые прославляли и прославляют нашу республику, я считаю, достойны той премии, которую мы уже ежегодно здесь вручаем. Сегодня в Якутии насчитывается 200 лауреатов премии «Человек труда». Для каждого из них это признание заслуг и дань уважения их профессиональным достижениям. В следующем году республика выберет новых 50 человек, удостоенных звания «Человек труда».